сегодня ко мне внучка приехала, помогает бабушке птицу кормить. Вот так вот. Ну что бы я без нее делала? И птичку не покормить, и ничего не сделать. Вот так. Аишка, Аишка, иди сюда. Ой, ты, мама, золотой. Ты, мама, золотой. Друзья, хочу сварить малиновое варенье. Моя внучка тут разговаривает. И вот тут 2 килограмма малины и 2 килограмма сахара. И вы знаете, ну ничего нового я не скажу. Малиновое варенье, наверное, в принципе варят все одинаково. Единственное, что я делаю, вот сейчас сахар растворится, я помну эти ягоды, чтобы они не были отдельно соком и отдельно ягодами. Чтобы было все вместе. Типа джема. Аишка, Аюлон, иди сюда. Аишка, иди к бабушке, иди. Ну вот. Сейчас я вам покажу, как я буду их уминать. Так, ну вот, друзья, варенье у меня покипело минутки 2. Видите? Теперь я буду его заливать в баночку. Банки я обычно не стерилизую, а просто обдаю кипятком, даю немножко постоять и крышками, и банками. И все. Ничего не происходит, честно. На штатив ставить неохота было, телефон. Ну вот так вот, друзья. Вот я сейчас рассчитаю и посмотрю, во сколько мне обходится вот эта одна баночка малины. Я прям удивляюсь тому, что, которая продается. Из-за того, что у них малина своя, ее много у них остается, они так продают. Я не понимаю. 130 рублей баночка была сегодня на рынке, я вам показывала. Так, друзья, ну вот получилось из этих 2 килограмм малины и 2 килограмм сахара 4700 граммовые банки варенья и вот это вот такая вот чашечка. И я вот посчитала, оно еще горячее, я не знаю, там, ну вот потом я вам покажу, какой консистенции получится. И я посчитала расход, вот который мы ушел на эти банки, и мне одна банка вот обошлась 130 рублей. Получается, мне не надо было ее варить, мне не надо было ездить, мне не надо было ничего делать, в принципе. Просто купить готовую за 130 рублей. Но, скорее всего, из-за того, что у них малина своя, они поэтому ее продают по такой цене, мне кажется, когда много малины. Я не знаю, добавляют ли они туда что-то. Просто, наверное, которая у них остается, они же не всю малину могут реализовать. Но варенье у них бывает много, прям как будто бы производство, понимаете? Я не знаю. Я, в принципе, никогда у них не покупала. Варю сама. Ну, эти 4 года я покупаю. А так у меня своя малина была, мне и покупать не приходилось. Ну, короче, вот так вот, друзья. Дело обстоит с малиной у нас. Так, мы с внучкой пришли огурчики рвать. Аиша, Аиль. Вот, огурчики. Сегодня сбор у меня. Так, сегодня уже надо будет, я даже не знаю, если честно, пожалела, что и продавала дешево, а теперь не знаю, как сказать людям, что огурцы дороже. Вообще по жизни, я не знаю, у меня не получается как-то, как люди, продавать в полную цену свой товар. У меня всегда все идет подешевле, если честно. У нас все продают вот сыр, продавали по 350, по 300 даже. А я вот не могу. 250 рублей сыр у меня стоит. Люди вот у нас продают сметану, даже вот в прошлом году, не то что в этом году. На, держи. На, держи, огурчик. По 200 рублей 700 граммовую банку.
А я продаю по 200 рублей литровую банку. Вот как поставила цену, не знаю, вот не могу завысить эту цену. Тем более, вы знаете, у меня вот покупатели, в принципе, все мои родственники, и как-то вот назвать полную цену у меня не получается. Аишка, ну где еще огурчик? Спрятался где-нибудь огурчик? Спрятался, Аишка даже зеленый помидор сорвала. Так, ну желтеют, друзья. Огурцы желтеют, страшно. Я уже даже перестала их чем-то прыскать, если честно. Они сейчас будут желтеть, потому что ночи и утро очень холодные, а летом жарко. Ой, летом, говорю, днем жарко. Сегодня такая жара была, даже ничего не хотела сделать, выходить даже. Вот они приехали после обеда. С ней целых 2-3 часа играла. И вот решила посмотреть, может, есть какие огурчики. Ну, есть как раз засолочные. У меня есть, я говорила, 2 заказа. Ну, не знаю, ну сколько будет, они обещали забрать. Сколько их здесь будет. Видите? Вот. Срываю даже вот такие вот маленькие. Не умею работать в перчатках, друзья. Потом 3 часа приходится отмачивать руки и чистить их. Аишка, Аиль, пойдем. Пойдем. А это гусь, короче. Пойдем. Он отделился от стада своего. Пойдем, мой золотой. Пойдем. Так. Вот огурчики висят. Ну вот так, как-то так. Так, только дочка позвонила. Ой, будь здорова, Яхи. Приехали ко мне племянника жена моего, который живет в Москве, и ее дочка. Так что меня зовут. Пойду в дом. Так, сестрички обедают. Да? Сап в шкафе, ают. Чак, вкусно? Да. М? Да. Эйшка, вкусно? Вкусно? Да? Да. Друзья, и вот хочу приготовить морковный салат. Он будет у меня идти с блюдом, которое я вчера замариновала, толком. Мы в кафе его подавали или с морковным салатом, или с капустным салатом. Но я решила сделать сегодня морковный. И так покажу вам просто. Ну, избитый рецепт, я не знаю. Но, в принципе, многие по-разному готовят. Но мы готовили в последнее время, мы готовили в кафе его так. Было проще, поэтому я буду его также готовить. Покажу вам. Так, я, чтобы долго не отнимать ваше времени, морковку натеру на корейской терке. Теперь сюда нужно чайная ложка соли, чайная ложка сахара. Это у меня обе здесь вместе. Значит, 2-3 зубчика чеснока выдавить сюда же. Я в перчатках собирала огурцы, руки не успела нормально их вычистить, замочить, если честно. Но не умею я делать в перчатках ничего. И так, и сейчас с трудом это делаю. Так, сюда же теперь нужно столовая ложка уксуса 9%. Так, растительное масло я делаю на глаз. Ну, грамм 30, наверное, точно. Я не могу вам сказать, сколько будет. И приправы какие вот нужны. Это кориандр, чайная ложка. Ну, пол чайной ложки, даже чуть меньше, красного перца и черного перца. И семена кунжута я добавляю, друзья, сюда. Так, и соевый соус. 2 столовые ложки.
У меня левая рука нормально не может выдавить. Вот все перемешать. Так, прежде чем я буду пачкать руки перемешаю их. Покажу вам малиновое варенье уже остывшее. Видите, вот такое оно у меня получается. Вообще нет сока отдельного. Вот так вот, не знаю, мне нравится так, не знаю кому как. Так, ну и все, салат нужно перемешать просто тщательно и дать настояться немножко. Как раз пока я управлюсь, пока я буду потом жарить и картошку, и таук. Ну, промаринуется, будет очень вкусно. Раньше я делала, жарила лук горячим маслом, наливала сюда горячее масло, прям кипящее. Но почему-то в последнее время нам кто-то этот рецепт дал. Мы начали делать его в кафе вот так вот. А вот, в принципе, всем нравится. Мне и самой нравился вкус этого салата. И вкус именно вот соевого соуса, который вот именно вот в этой вот штучке пластмассовой. Вот такой вот соус. Вот, стеклянных покупала, других покупала, там другой вкус. А тут какой-то приятный ореховый привкус у этого соевого соуса. Так, ну вот. Все мы тщательно перемешали. Запах такой приятный, аромат такой. Запах кориандра, чеснока, соевого соуса. Конечно, из-за соевого соуса он немножечко темнее, теряет цвет, не такой яркий. Морковка не такая яркая бывает. Но вкус все равно очень приятный, очень вкусный. Попробуйте, если кто не делал так. И семена кунжута тоже придают свою нотку какую-то придают. Так, вот накроем крышкой. И все. И будем теперь ждать, пока он настоится, и свои дела делать дальше. И вот, дорогие мои, теперь я буду делать наш таук. Нарежу картошку фри вот так вот. Это очень удобная штука. Видите, одинаково все режу. Но пока, чтобы вам не шуметь, я сначала нарежу, потом подключусь. Вот, друзья, вот так вот я нарезала картошку на картошку фри. Высушила вот так вот, положив на бумажное полотенце. Это вся уже высушенная. И теперь будем жарить картошку фри, жарить грудинку. И потом собирать наше блюдо. И вот, друзья, курочку я обжарила. И картошка тоже уже готова. Конечно, друзья, это блюдо не для молодых, не для нас, не для людей моего возраста. Блюдо не, как бы вам сказать, не полезное. Но иногда можно поесть, ничего страшного. В месяц один раз хотя бы можно попробовать поесть. Вот оно и не полезное. Блюдо вкусное, если честно. Но я знаю, что будет меня смотреть моя подружка, моя напарница по работе, бывшая Маренко. Ты, Марин, меня, конечно, извини, у меня действительно не так красиво, как у тебя, и да и не так вкусно, наверное, будет. И не смейся надо мной, пожалуйста. Сейчас положу в тарелку и покажу вам, как это у нас выглядело. И вот, друзья, блюдо, которое называлось у нас таук, готово. Вот такое вот оно. Видите, картошка фри, куриная грудка, которую я замариновала, морковный салат и кетчуп. Вот такое блюдо. Попробуйте, оно действительно вкусно, понравится действительности молодежи. Ну вот на этом я заканчиваю. Буду сейчас кормить свою семью. Хотела на обед не получилось. Мы приготовили это на ужин. И сейчас будем ужинать. Сегодня дома мой дивер, сын. И мы втроем сейчас будем ужинать.
Мама, как обычно, вы, наверное, даже устали, что я там говорю. Мама ужинает рано, вот часов 7, позже уже не хочет есть. И это блюдо бы она действительно с ней поела, я ее покормила. Вот так вот. Она уже приняла все свои таблетки, легла. Как-нибудь покажу вам маму. Немножко придет в себя, а то она еще не так уж важно себя чувствует. И, может быть, даже она и поговорить. Просто мне надо ее подготовить. Она даже не знает, что я снимаю и выкладываю в YouTube. На ужин зашла, штатив увидела, что это такое. Но не стала ей объяснять пока. Ну, вот так вот, друзья. На этом я сегодня прощаюсь с вами. Спокойной вам ночи. Бестиал Хелшин. Спасибо вам всем за просмотры, спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Я всем очень-очень благодарна.